Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Намский УЛУС в этом году отмечает 125-летие службы здоровья. Это означает, что Намская районная больница в этом году отметит свой юбилей. Сегодня гость нашей студии Ариан Сергеев, главный врач Намской районной больницы. Ариан Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас и всю службу района с такой знаменательной датой. Скажите, каковы сейчас показатели здоровья и демографии в УЛУСе? Большое спасибо за поздравления. Вообще, Намский УЛУС всегда отличается тем, что у него положительные медико-демографические показатели. Например, если говорить по рождаемости, то за прошлый год у нас родилось 327 деток, а в предыдущий год был 324. То есть небольшое, но увеличение показателя рождаемости есть. И один из самых низких показателей по республике в части смертности – 6,5 промилле всего по республике. Таким образом, естественный прирост у нас положительный, выше республиканского значения. Скажите, а что на сегодня актуально в плане здоровья у вас в УЛУСе? Самое главное, всегда мы повторяем, когда встречаемся и выходим с населением, это профилактические мероприятия. Самое главное – это по возрасту проходить вовремя диспансеризацию, получать вовремя профилактические прививки и тем самым предупреждать распространение заболеваний и предупреждать развитие других инфекционных, неинфекционных болезней. Среди представителей старшего возраста соответствующие профилактические мероприятия проводятся? Да, конечно, у нас по диспансеризации тоже неплохие показатели. И до 40 лет это каждые 3 года, и после 40 лет уже ежегодно люди должны проходить диспансеризацию. У нас в поликлинике организован отдельный кабинет медицинской профилактики при входе, где или же по записи, или же без нее каждый человек может пройти диспансеризацию без очереди. Скажите, а как сейчас решается вопрос с обеспечением аптек, которые находятся в отдаленных населенных пунктах, лекарственными препаратами? Потому что известно, что в этом году реализован проект по открытию розничных аптек в селах. Да, наша больница, наш район попал в пилотную программу по открытию розничных аптек самими же центральными районными больницами. И одним из населенных пунктов, точнее 2 населенными пунктами у нас было Маймагинский фельдшерско-акушерский пункт и Хатырыкская врачебная амбулатория. Это в 2 населенных пунктах у нас были открыты розничные аптеки еще весной этого года. И там имеющиеся же медицинские работники работают и осуществляют розничную продажу лекарственных средств. И хочется сказать, что данные аптеки у нас в труднодоступные наши населенные пункты перед закрытием переправы обязательно выезжали и сейчас тоже выйдут для того, чтобы обеспечить потребность нашего населения в лекарственных средствах. Но получается, что такой подход себя оправдывает? Да, конечно, и мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы будем открывать розничные аптеки в ФАПах и во врачебных амбулаториях, в первую очередь в труднодоступных, те, которых у нас находятся и за рекой, и находятся чуть дальше, и где транспортная доступность у нас в некоторые сезоны ограничена. Но в последние годы все начинает цифровизироваться. Как вы оцениваете уровень применения IT-технологий в сфере здравоохранения у вас в УЛУСе? Вообще наша больница также является и лидером во внедрении новой модели медицинской организации. Мы несколько проектов реализовали, и в том числе мы, хотелось бы сказать, в начале этого года тоже открыли колл-центр в поликлинике. То есть теперь любой гражданин, находящийся на территории Намского УЛУСа, может набрать номер 122 и добавочный номер 2 и попадет в колл-центр нашей больницы и сможет, во-первых, записаться к врачам-специалистам, уточнить какую-то информацию или выписать рецепт для льготного лекарственного обеспечения. И тем самым внедрение таких технологий нам помогает увеличить доступность оказываемой медицинской помощи, и оказать содействие нашим гражданам при записи к нашим врачам-специалистам. Скажите, а как в Намском УЛУСе сейчас идет реализация национального проекта здравоохранения? Хочется сказать что, во-первых, мы приступили уже сейчас, буквально на прошлой неделе, при участии
главы республики Арсения Сергеевича была забита первая свая нового лечебного корпуса на 50 коек в селе Намцы. Как раз таки это вот является одним из основных наших проектов в части модернизации здравоохранения, национального проекта здравоохранения. Новый лечебный корпус будет рассчитан на 50 коек, в котором будут размещены основные наши отделения. Это хирургическое отделение с 2 операционными, и также будет и реанимация соответствующим образом оснащенная. Также будет отделение терапии и акушерско-гинекологическое отделение, наш вот роддом. Но помимо этого строятся еще другие объекты здравоохранения в Улусе в рамках юбилейного года. Да, мы сейчас при поддержке нашего Министерства здравоохранения, при поддержке правительства республики добились выделения денежных средств на строительство врачебной амбулатории в селе Хатас. Он находится у нас за рекой, и этот вопрос стоял довольно давно. И сейчас вот как раз мы должны будем этот объект вести до конца этого года. Но вообще, да, у нас последние 4 года активно строятся наши объекты. В 2020 году ввелся объект в отдаленном нашем селе Салбан. В 2021 году по программе развития сельских территорий Минсельхоза был реализован проект по строительству фельдшерско-акушерского пункта в селе Битюнцы. И вот в прошлом году, буквально недавно, мы открыли модульную врачебную амбулаторию в селе Паны. Скажите, а как решается кадровый вопрос? Возникают ли проблемы с нехваткой тех или иных специалистов? Да, конечно, здесь в любом случае, как и в целом в отрасли, у нас есть вопросы в части обеспечения кадрами, но все же у нас ближе к 100% наша больница укомплектована врачами и специалистами, но по некоторым из моментов, конечно, есть у нас недостатки. Вот, например, нам на сегодняшний день требуется 2 врача-терапевта участковых, вот, и по некоторым врачам-специалистам есть тоже временные вакансии на временной основе. Но в целом хочется сказать то, что имеющаяся вот программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер», она привлекла в наш район более 60 специалистов, и более половины из них они закрепились и остались работать в нашей центральной районной больнице. Получается, молодые врачи к вам приезжают? Да, конечно, ежегодно трудоустраиваются, участвуют в программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», вот, и ежегодно идет у нас прибавка. Скажите, а каковы сейчас перспективные направления деятельности у центральной районной больницы? Ну, во-первых, хочется сказать то, что мы ежегодно проводим мероприятия по укреплению нашей материально-технической базы. У нас обновлено почти все лабораторное оборудование, но тоже есть моменты, в которых нам надо и далее развиваться. Обновляется и компьютерная техника, но хочется сказать то, что мы еще и дальше будем обновлять наше здание. У нас все равно остаются объекты, которые требуют реконструкции или ремонта. Вот если говорить о обновлении материально-технической базы, здесь же речь идет не только о медицинском оборудовании, но и о транспорте. Да, но хочется сказать то, что наше министерство и правительством республики очень много делается для обеспечения и автотранспорта специализированного. Например, за последние 3 года мы получили 7 единиц автотранспорта. Это 2 оборудованные машины скорой помощи реанимобили, 4 санитарных автотранспорта, 1 КАМАЗ. И вот буквально тоже в рамках действия программы модернизации следующие 2 года тоже ожидаем поступления еще медицинского автотранспорта. И в завершении нашей с вами беседы давайте поговорим о юбилее больницы, который будет вот уже совсем скоро. Ну, хочется сказать то, что мы в течение года провели уже несколько мероприятий в рамках празднования 125-летия нашей больницы. Если говорить об истории, то ровно 125 лет назад, в 1898 году, была организована первый врачебный, точнее фельдшерский пункт у нас на территории Улуса, и с тех пор отчитывается вот история создания службы здоровья нашего Улуса. В начале года мы провели концерт
силами самих же работников нашей больницы. Концерт длился у нас 2,5 часа и вызвал большой, можно сказать, фурор среди самих работников присутствующих, ну и среди населения. Также мы проводили встречи с нашими ветеранами. И здесь я хотел бы остановиться и сказать о том, что мы большое внимание уделяем ветеранам, те, которые стояли у истоков создания службы здоровья нашего района. Вот. И с ветеранами мы уже в этом году встречались не раз. Мы с ними вместе проводили и выставки их работ. Мы вместе с ними буквально недавно проводили посадку саженцев на территории нашей поликлиники. Мы для них провели премьеру фильма, который мы сняли в честь юбилея нашей больницы, который раскрывает всю историю становления, всю историю создания нашей больницы. Вот. И провели для них встречу с молодым поколением врачей и фельдшеров, которые сейчас вот трудятся у нас в больнице. Ну и в завершение хотел бы сказать, что мы на этом останавливаться не будем. И до конца года у нас тоже ждут несколько мероприятий в рамках нашего юбилея, в том числе презентация книги, в том числе, как я вот сказал, презентация и премьера нашего фильма трехсерийного, вот, и торжественная часть в завершении этого года. Благодарю вас, Риан Николаевич, за беседу. Хочется пожелать, чтобы все запланированные мероприятия, которые пройдут, чтобы они состоялись на высоком организационном уровне. Большое спасибо, что стали гостем нашей студии и ответили на вопросы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.